Проблема пастбищ для нашей республики всегда была острой и актуальной. Многие кыргызстанцы занимаются животноводством, которое, естественно, невозможно представить без хороших пастбищ. Для эффективного и рационального использования природных ресурсов в 2009 году был принят закон, где четко отражены правила их использования и правильная установка границ. Тем не менее, на сегодняшний день в отдельных местах, в частности в Нарынской области, из-за непонимания данных правил возникают разногласия. Совсем недавно десятки животноводов собрались в долине Каракуджур из-за распределения пастбищ. В Нарынской области есть пастбища, которые относятся к Джергетальскому айлыкмөтү. Эти земли до 2020 года взяли в аренду животноводы Кочкорского района, а после аренду продлили еще на 10 лет. Этим недовольны животноводы Джергетала. Даже Джайло было передано селу Аккия Кочкорского района еще во времена Союза. Вместо него нашему селу передали их зимовье, произошел обмен. О переданном зимовье нам ничего не известно. Пускай отдадут зимовье, а мы передадим им Джайло. Мы за мир и дружбу, но если мы будем продолжать молчать, то жители Кочкорского района отберут наши пастбища. Мы отдавали им Джайло, это не аренда. Произошел обмен. Представители власти в один день приходят спустя 3 года и говорят, что мы должны отдать им пастбище. Если прислушаться к властям, то мы останемся и без зимовья, и без Джайло. Ни один из кочкорских не пришел к нам поговорить. Так как 5 июня животноводов Кочкора не пустили на пастбище Кумбель, они решили, что могут выпасать скот в долине Каракуджур. Только вот эти земли в ближайшие 10 лет должны использоваться животноводами из Минбулака. В Кыргызстане насчитывается 10 миллионов гектаров пастбищ. В последние годы из-за роста поголовья скота возникла проблема с использованием пастбищ. По данным Национального статкомитета, в Кыргызстане зарегистрировано 1,5 миллиона голов крупного рогатого скота, поголовье мелкого рогатого достигает 6 миллионов, насчитывается 467 тысяч лошадей. Вклад сельского хозяйства в ВВП составляет около 15%. Одна из причин частых конфликтов – резкое увеличение поголовья скота. Специалисты обеспокоены тем, что с увеличением беспородного поголовья животных происходит деградация пастбищ. За последнее время у нас резко увеличилось поголовье животных. С одной стороны, мы можем радоваться, что жизненный уровень наших населения повышается, но как специалист нас очень беспокоит, потому что с увеличением беспородных животных, поголовья, мы деградируем наши пастбища. Поэтому мы ориентируем наших пастбищепользователей, чтобы не гнались за количеством поголовья, а больше занимались улучшением породного состава нашего, чтобы получить больше продукции и в то же время не наносить ущерб нашим пастбищам. Животноводы поднимали данный вопрос и в прошлом году. По словам гражданских активистов, проблему необходимо решить в рамках закона, и высокопоставленные чиновники родом из этих земель не должны вмешиваться. Неправильно то, что Джергетальский айлыкмөтү не пускает жителей Кочкорского района. Администрация данного аильного округа не должна думать только о своих интересах. Иначе такими темпами 9 айлыкмөтү могут остаться без пастбищ. Вопрос необходимо решить в рамках закона. Нельзя решать в пользу кочкорских, только потому, что оттуда родом премьер-министр, или же в пользу жителей Нарынского района, потому что оттуда определенный депутат. Отметим, по информации Министерства сельского хозяйства, в Кыргызстане 770 тысяч гектаров пастбищ переданы в долгосрочное пользование. Из них 240 тысяч гектаров находятся на территории Нарынского района. Бегима Джаныбекова, Калбек Абдумумутов, Нью ТВ.